Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. В нашем выпуске, как всегда, самые позитивные и интересные новости, любопытные факты и события. Давайте начнем. От современности к истокам. Национальный театр танца Якутии готовит необычную премьеру. Новый спектакль под названием «Ситим» на основе Алонхо и якутских легенд ставят приглашенные из Санкт-Петербурга известные хореографы Олег Марков и Вероника Кулагина. В постановке задействованы лучшие творческие силы театра танца Якутии. Это первый совместный опыт национальной труппы с постановщиками ведущего российского театра балета. Насколько разнообразным, эмоционально богатым может быть современный балет в сочетании с культурными традициями народа Саха, убедилась наша съемочная группа, побывав на репетиции нового спектакля. Действие разворачивается в долине реки Лены, на знаменитых Ленских столбах. Героями постановки, балансирующие между реальностью и мистикой, являются современные молодые люди и персонажи из эпоса и народных легенд. В главных ролях солисты Национального театра танца. Хотя у артистов за плечами десятки главных партий, для них многое ново и необычно, и в первую очередь хореография. Пластика тоже все сложно, значит, впервые такое делать. Хореография сложная для нас. Для нас это что-то новое. Пластические сложные движения, между тем молодые якутские артисты, как говорится, хватают на лету. И, как говорит хореограф-постановщик, первоначальные опасения, справиться ли после первой же репетиции, развеялись. И я просто поражен, насколько здесь быстро адаптирующиеся артисты. Они все схватывают на лету, быстро учат порядок, понимают с полуслова. То есть это просто для меня наслаждение работать с ними. Восхищены приезжие хореографы и богатыми истоками культурных традиций народа Саха. Автор либретто постановки Вероника Кулагина больше года изучала Алонхо и другие фольклорные источники. Что меня поразило, это то, что невероятная философия якутского эпоса. Это верхний мир, это срединный мир, это нижний мир. А бахы, вот эти чудовища нижнего мира, они очень успешно маскируются под людей. То есть это тоже, мне кажется, бесконечно правильная философия. В общем, так оно и есть. Где-то между нами всегда они присутствуют. И вот важно не поддаваться их влиянию, и оставаться человеком. Для труппы театра танца Якутии спектакль станет новой ступенью для дальнейшего творческого роста. Современная хореография дает совершенную свободу для такой вот именно пластики и использования, и сочетания ее с национальным, и с таким современным. И, конечно, это будет необычный спектакль. Необычна постановка и в плане музыкального оформления. Произведение, специально написанное композитором Яном Крулем, исполняется наряду с классическими инструментами на национальных, старинных кырымпа и хамусе, что придает особый колорит спектаклю. Премьера хореографической легенды запланирована на 6 июня на сцене Государственного театра оперы и балета. Создатели надеются, что вложенные творческие силы и замыслы оправдаются и получат признание якутского зрителя. И связующая серебряная нить «Ситим» не прервется и обязательно продолжится в новых совместных проектах. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Арктическую стартап-экспедицию «Дальний Восток. Арктика. Россия» запускает Фонд развития инноваций республики. Проект презентовали во Владивостоке на Российской креативной неделе. Задачей экспедиции является поиск лучших креативных идей со всего макрорегиона. Старт проекта назначен на сентябрь в рамках Восточного экономического форума. География экспедиции объединит 19 регионов страны. Поддержку проекту уже выразил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В свою очередь, глава региона Айсен Николаев обратил внимание на рост количества представленных проектов и участников. В поселке Сюльдюкар Мирнинского района состоялся эвенкийский национальный праздник Бакалдын. В этом наследии сегодня проживают эвенки рода Брангат и народа Саха. Село очень дружное и всегда вместе, задором отмечает красочные национальные праздники. О том, как прошел традиционный национальный праздник эвенков, смотрите далее.
Бакалдын – это праздник встречи Нового года. Он символизирует обновление природы после долгой зимы. Его называют праздником весны и зелени. Издревле эвенки на Бакалдыне обменивались информацией, общались, ведь зимой в поисках мясного и пушного зверя они редко встречались. И именно на таких праздниках учились у старших опыту и мудрости жизни. Население у нас составляет где-то 300 с лишним человек. Занимаемся, у нас находится генофондное предприятие «Якутский скот». Уже четвертый год занимается этим. Население сами, они очень активный народ, они легки на подъем и радуются каждому гостю, как истинные эвенки. Очень хорошо, что наша молодежь остается в поселке. Хотят всегда строиться. Дорога, конечно, труднодоступная, во-первых, хочу отметить, да. У нас проблема доставкой этих стройматериалов, еще раз хочу подчеркнуть. Вначале все собравшиеся приняли участие в обряде очищения, когда надо было пройти через живой коридор обрядовой группы, которая взмахивала можжевельником, багульником и произносила пожелания здоровья, счастья, удачи во всем. Одним из обязательных обрядов является угощение духа огня. Эвенки считали, что все окружающее в природе имеет свой дух. Сегодня здесь прекрасно передаются традиции от взрослого поколения детям. И молодежь, школьники активно участвуют в духовной жизни села. Мы были сегодня свидетелями прекрасного танца в исполнении школьного ансамбля, а также танцевального коллектива из учителей школы, молодых педагогов. Была свидетелем яркого выступления ребят-спортсменов на национальных спортивных играх. На праздник была подготовлена разнообразная программа, куда входили торжественные открытия, спортивные состязания, дегустация национальных блюд. С удовольствием зрители смотрели на выступления местной самодеятельности. Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере, ведь пока живы национальные праздники, жив и дух народа. Анна Васильева, Мирнинский район. Сегодня отмечается Международный день блондинок. Мы поздравляем всех светловолосых красавиц с этим днем. Жительница Якутска Ксения Пироговская, натуральная блондинка-красавица, спортсменка творческой натуры и мама двоих сыновей. И очень приятная собеседница. Предлагаем вам развеять популярные мифы о блондинках вместе с героиней нашего сюжета. Их предпочитают джентльмены и авторы анекдотов. Блондинки. Чего о них только не говорят. Самое популярное, что они глупые. Знакомьтесь, Ксения Пироговская, геолог в 3-м поколении. Одна из самых древних профессий уже ставит под сомнение это утверждение. Я геолог уже в 3-м поколении, династия геологическая. Занимаюсь алмазами, изучением алмазов. Больше 20 лет я в науке, в геологии работаю. Также я фотограф, автор нескольких творческих проектов. Также я освоила года 2 назад новую специальность, причем новая она абсолютно как для нашего общества, не только для меня. Получила диплом организатора пространства. Среди фактов, оправдывающих светловолосых леди, довольно много убедительных. Взять, к примеру, Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере и одного из самых высокооплачиваемых писателей современности. А кинодива Шарон Стоун, обладательница высочайшего IQ. Уже к 13 годам уровень ее интеллекта был таким же, как у Эйнштейна. Мне кажется, этот образ кинематограф создал. Образ Мэрилин Монро, вот то, что как ее подача. А потом женщины стали перекрашиваться тоже в блондинок, пародировать ее, подражать ей. Отсюда, мне кажется, и пошло. Хотя сама Мэрилин Монро в жизни же такой не была. Вот как легкомысленной, там, глупенькой женщины, да? Ветреной. А это далеко не Мэрилин Монро, а все та же Ксения. Наша героиня, как и известная звезда Голливуда, мужским вниманием не обделена. А окружающие и вовсе не принимают за местную. Меня много с кем сравнивают. Даже был случай, еду в такси. Такси смотрит все на меня, в зеркало заднего вида. Вам никогда не говорили, что вы похожи на Шарлиз Терон? Говорили много раз. Ну, приятно, конечно. Но я как-то не акцентируюсь на этом.
Помню, что завтра праздник, будете ли вы его как-то отмечать? Вы знаете, оказывается, есть день брюнеток тоже, но почему-то празднуют день блондинок в основном, как ни странно. Ну, я думаю, все-таки тебя как-нибудь поздравлю. Несмотря на все сохранившиеся стереотипы о блондинках, Ксения их никогда не поддерживала. Живет по принципу, что цвет волос не имеет значения. Куда важнее содержание. А цвет волос – это как одежда. То есть она создает настроение. Если ты одеваешься в офисный стиль, у тебя определенное внутреннее состояние. Если ты идешь в спортзал, ты одеваешь спортивную одежду. Опять же, у тебя другой настрой. Также цвет волос. Блондинка ты, брюнетка ты, рыжая. Внутреннее состояние у тебя совершенно другое. Соответственно, ты транслируешь в мир вот это вот настроение свое. Тебя также вот воспринимают. Но и в любом случае встречают по одежке, провожают по уму. Согласна. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.